Только эвенами, сухотниками можно найти хорошего барана, трофейного крупного барана. Есть контакт! Есть! Да, просто супер охота была. Вот это самая крутая охота в моей жизни. Республика Саха-Якутия – самый большой по площади субъект Российской Федерации. Однако население республики меньше 1 миллиона человек. Кобяйский улус расположен в северной части Центральной Якутии, граничит на севере с Эвено-Бытантайским улусом и на северо-востоке с Верхоянским. Территория улуса издавна была заселена эвенами, эвенками и якутами. Эвены – это сибирский тунгусо-маньчжурский народ, родственный эвенкам. Общая численность около 20 тысяч человек. Проживают преимущественно на востоке России. По данным переписи в Республике Саха-Якутия проживает около 11 тысяч эвенов. В хозяйственной деятельности эвенов сочетались кочевое оленеводство, охота на мясного и пушного зверя, рыболовство. Мы решили поохотиться на якутского снежного барана Чубуку и сразу же обратились к Афанасию Слепцову, организатору охотничьего тура в Кобяйском улусе, потому что ими был добыт самый крупный якутский снежный баран. Обговорив все формальности и получив все необходимые документы, мы отправились в путь на охоту к родовой общине коренных малочисленных народов севера эвенов. Здорово. Здорово. Куда же Владик Калаван, Хайлары? Вот и мы добрались до нашего основного перевалочного пункта. Дорога на водометах по речке заняла у нас около 8 часов. Сегодня мы здесь заночуем и завтра утром отправимся на автомашине «Урал» дальше к месту охоты. Так, что вот это говорит, айна калдебит. Это айна калдебит. А сейчас канату дитем батди. То хигенте. Түбетте, то есть. Түбетте а сейчас айна калдебит. Енді бастықайының мамандықтары водометына. Тейді аяды бітті да. Арда құдық, просто тұқты хайыр бі кейінді. Енді ол тұққа. Sonra хабыйын ады бітті. Так, чай, то самое главное, то это шубаты бултама барам-баракка. Тенга тон. Только бай-бай то. Быстро тухар. Вот тон, хайх, быстро инде тут. Ке ур. Слушай, тут свежак, да? Оружие, как и любой точный инструмент, ему необходима постоянная забота и отладка. На точность боя влияет множество факторов.
ровно. Прибыли на вторую базу. Сегодня здесь поночуем, разгружаемся. Ребята ставят палатку, и вот охотничья избушка есть. Мы подъехали, банки, это налить. А протяженность примерно оттуда от начала до конца около 4 километров. Это очень опасный участок автозимик Сибян. Тут всю зиму с декабря по апрель ходят машины КАМАЗ и так далее. Да, большегрузные машины, они тут постоянно проваливаются и так далее. Поэтому в связи с этим построили вот такой вот пункт, спасательный пункт «Надежда». Это домик такой маленький, да? Как бы охотничий домик. Тут до 10 человек спокойно влезет. Ну что можно сказать об этой природе? Она довольно прекрасна. Последние 2 дня, которые мы тут находились, стоял дым и гор практически не было видно. А сегодня, проснувшись утром, мы заметили, что дым рассеялся, и, как вы можете заметить, на заднем фоне горы появились. Это дало природе свой необычный вид, то есть раскрылась вся дальность и красота. Теперь мы можем полностью насладиться видами данных хребтов. А сейчас я спою песню про осень нашего мелодиста-композитора Рената Степанова. Игидолин икеджи, боллани рапчукича, эрели дегенджи, икечамуранижи, айкеда огину. И чуть не бибугу, ай кеда törәңу, болани әмни дон. Иду бидим гөникен, мәргән дуку törәнжи, и долин икен, әнин бугу оджаджи, ай кеда огину, и чуть не бибугу. Нерикеда törәңу, болани әмни дон. Иги долин икеджи, болани рапчукича, эрели дегенджи, икечамуранижи, айкеда огину, и чуть не бибугу. Нерикеда törәңу, болани әмни дон.
В рюкзаке 20 килограммов оружия, патроны и так далее. Это тяжело, ребята. Двое парней пошли за этой горой, а мы с другой стороны. По рации сказали, что там 20 особей. А здесь пока ничего нет. Так, сюда, парни, ребята, в общем, в целом обнаружили там барана, да, отсюда метров, наверное, 500-600 метров отсюда, да? И из барана, но пока только виден один, такой, кстати, черный. Черный такой большой. Сейчас вот определим, у нас это телескоп, посмотрим на телескоп и определим на трофей нас определим и идем на подход. В общем, ребята, работаем. Давайте. Ого, хотите? Ох, альбат. Обнаружив баранов, оказалось, что среди них не было крупного самца. После такой долгой дороги мы, конечно, немного огорчились, но зато удалось снять уникальные кадры. Снежный баран или толсторог. Якутское название чубуку. Вид парнокопытных из рода баранов. Обитатель горных хребтов северо-восточной Сибири. У снежного барана большая голова с прямым носом и укороченной мордой. Тело покрывает густой шерстный покров, который защищает животных от суровых морозов. Рога широкие у основания, до 36 см в обхвате, сильно закрученные в тугую спираль в 1,5 оборота, с острыми концами наружу. Они служат украшением и гордостью бараньего рода. Снежные бараны живут небольшими группами по 3-5 голов, которые с наступлением осени объединяются, образуя смешанное стадо. Конфликтные ситуации между самцами во время гона разрешаются редкими демонстративными стычками, в которых после стремительного столкновения рогами соперники расходятся. Снежные бараны питаются преимущественно высшими растениями, в основном травянистыми. Также поедают лишайники и грибы. Живут снежные бараны на высоте от 50 до 1800 метров над уровнем моря, на холмистой местности и в Среднегорье. Они также предпочитают места, где есть скалистые, труднодоступные участки гор, которые могут служить им хорошим убежищем в случае опасности. После этого мы отправились в лагерь, и все, обсудив с организатором охоты, было решено выдвинуться на следующий день. Да, ребята, все, начинаем соревнование по метанию аркана. Дается 3 попытки. Одна попытка — это одна ошибка. Выигрывает тот, кто наберет максимально попаданий. Все, начинаем. Первая попытка, точнее там. Это был уже пора. Так, кстати, приз у нас этот лобный фонарик, он на аккумуляторе. Очень крутой фонарик, совершенно новый. И хорошего качества, кстати. Представитель Сибирь-Тюля, неоднократный чемпион слета оленеводов, поселка Сибирь-Тюль. Оленевод, кстати, со стажем 15 лет. Нет, два попадания. Так, бросает Юрий Большаков, представитель Татинского района. Линсместа Барага.
Олегин, только с эвенами, с охотниками можно найти хорошего барана, трофейного крупного барана. Только так. Только эвены знают, где они обитают, где находятся, Где они могут быть? где они могут быть. Отдохнув и набравшись сил, мы выдвинулись на вторую вылазку в поисках более крупного барана. Свежий след, совсем недавний, горного барана. Ребята, высота 1409. Попадая в горы, мы априори оказываемся в непривычной и опасной для нас обстановке. В горах любое наше действие может привести к довольно печальным последствиям. Из этого всего следует сделать вывод, что к первому походу в горы нужно серьезно готовиться. Солнце было 1555 над уровнем моря. Где-то метров 1700. К нашему удивлению, местные ребята двигались уверенно и быстро. Наш темп не соответствовал их, и они ушли немного вперед. За это время они успели заметить двух хороших баранов, но пока мы поднимались, они уже ушли, и нам пришлось продолжить поиски дальше. Так, блин, доктор, он на валак. Спустя время ребята заметили первое крупное стадо, но расстояние было большое, и мы решили сократить дистанцию для более комфортного выстрела. Снежный баран встречается в горах Камчатки, на Корякском Нагорье, на Чукотке, в горах Верхоянской горной системы, в районе Станового хребта, на Становом Нагорье и на севере Яблонового хребта. Основное поголовье снежного барана находится в Якутии – около 55 тысяч особей. Аборигенное население охотилось на баранов всегда, в том числе задолго до прихода русских, но не истребляло их полностью. Вероятно, что люди владели приемами рационального природопользования. В этом отношении показателен пример эвенов. У эвенов отношение к снежному барану было по-настоящему хозяйским. Звери жили зачастую в непосредственной близости от поселения людей, но благодаря выработанным народом традициям не исчезали. Охота на снежных баранов жестко лимитировалась сроками, нарушать которые было нельзя.
Трофейная охота – это не просто добывание диких животных с целью стать обладателем того, что обычно называют трофеями. Это специфическая охота на взрослых животных, которые достигли стадии между продуктивным и послепродуктивным возрастом, оставили свои гены во многих поколениях и поэтому могут быть изъяты без всякого вреда и даже с пользой для популяции данного вида в данной местности, поскольку изъятые животные освобождают жизненное пространство для последующих поколений производителей. Только таких животных можно считать трофейными, а охоту на них – трофейной охотой. 감아줬대. 밑에 있지 뭐. 아, 뜨거. 뭐라 그래? А, мы улхаттыр. Но они, по-моему, они все одинаковые. Қарбай, жеті улхан деді. Қыран улхан деді. Максимально улханы көре білді там. Жүз-жүздерді Канада уже. Антондар тұқтың аттеттарды алған. Когда мы пытались подойти к баранам на расстояние выстрела, они, чуя опасность, все время от нас отдалялись, и нам приходилось подходить все ближе и ближе. Atça başıya manan kirek. Alandan kiren bırak skala. Oh, çuy bol. Skalandan bırak. Aşağılarına var mı canım? Oğuna bırak bütün nadatça. Oto mıktık oğuna var. Bayağı şey çünkü partlardı bile. Доктор. Подбираемся все ближе и ближе к подкорму баранам, чтобы дистанция была комфортная для стрельбы. Вдруг бараны побежали, у нас не было времени подготовиться, и пришлось стрелять по бегущим баранам. Оксана. Вообще Оксана. Будь гвардор. Бу. Bulun da. Kanı var. Есть контакт! Есть! Есть контакт! Параллельно со мной стрелял второй охотник, и ему тоже удалось пострелить второго барана. Ребята, это успех, блядь, вообще! Ребята, все! Все, битті. И уже хайыбда. Амастыгын энеттен. Это просто супер охота была. Вот это самая крутая охота в моей жизни. Двух добыли. Двух супер алкашей добыли. Никита. Расстояние выстрела было 500 метров. Из-за подъема в гору скорость барана была небольшой. Я быстро сделал поправки на оптике, взял упреждение по бегущему барану чуть вперед и произвел выстрел. И мне удалось поразить цель с первого выстрела. Попал барану прямо в бедро. Вот и закончилась охота. Легкая груз расставания с этим удивительным местом. Возвращение к обычной городской суете и снова трепетное ожидание предстоящего сезона охоты, чтобы опять насладиться прекрасными видами нашей необъятной большой земли и пройти все трудности, которые преподнесет нам долгожданная охота.